О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. «Сдай ружье на СВО» в Якутске завершилась акция. Принимали у населения охотничьи ружья для отправки в зону спецоперации. Подведем итоги. Гранты главы Якутии нашли своих обладателей. Более 70 некоммерческих организаций получили денежные сертификаты на развитие своих проектов. Какие направления оказались самыми востребованными? Главным спортивным событием года стали 8-е игры Дети Азии. Наша съемочная группа встретилась с жителями Нерюнгри, которые прошли отбор и отправились волонтерами на игры. В Якутии продолжается неделя сохранения иммунной системы. В целях профилактики организованы различные информационные мероприятия, что влияет на снижение иммунитета. Детская оздоровительная база «Алмаз» в Ленском районе приняла вторую смену. 3 недели ребята будут отдыхать в загородном лагере. Остается напряженная лесопожарная обстановка в регионе, в частности в Алекминском районе. Также появились новые очаги в Вилюйском и Верхневилюйском улусах. На сегодняшний день действуют более 50 лесных пожаров, 6 из них локализовано. Всего на тушении заняты более 100 единиц техники и порядка 1700 человек личного состава. Также продолжаются профилактические мероприятия, выявляют нарушителей правил пожарной безопасности. Вот немного прошли осадки по центральной части республики, как говорится, погода нам помогает. В Кобяйском позавчерашний пожар обслуживается, да, пророс он дал. Ну вот по Кобяйскому хочу сказать, что очень слабо работают с местным населением. Привлечение очень медленно, все поручения штаба вчерашнего не выполнены. Ну и также хочу вот отметить наши Вилюйские районы. Вилюйск, Верхневилюйск, Сунтары очень оперативно наращивают группировку лесопожарную, очень хорошо и быстро привлекают местное население, технику. Все силы, которые предусмотрены у них в сводном плане тушения, очень оперативно привлекаются. Вот хочу отметить эти районы. Но также достаточно хорошо привлекает силы сводного плана у нас Алданский район. Ну и Алекминский уже, конечно, на грани там привлечения, так как пожаров много, пожары отдаленные. Между тем, основной причиной лесных пожаров называют полузасушливые периоды лета. Как отмечают специалисты, лесные пожары активно действуют в южных районах республики. Туда редко приходят циклоны, которые вызывают осадки. При этом большая часть возгораний приходится на труднодоступные места. И чаще всего пожары останавливают естественные природные преграды. Есть такой термин – пирофильность нашей лиственницы. То есть она устойчива против пожаров, несколько раз может гореть, и это является нормальным явлением. Но я не хотела бы говорить, что это как бы обосновывать, пускай наш якутский лес горит, там бог с ним что будет. На самом деле надо бороться, потому что это лес должен развиваться естественным образом, и надо максимально ему помогать защищаться от пожаров. По большей части наши пожары возникают естественным путем, от молнии. В то же время режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действует в Нерюнгринском районе. Температура растет, осадков в ближайшие дни не ожидается. На сегодня ликвидирован 1 лесной пожар вблизи поселка Хани. Угрозы для населенного пункта нет. В районе продолжают действовать 2 пожара в авиазоне. Для борьбы с огнем привлечены все лесопожарные формирования, сотрудники предприятий, а также добровольцы. А всего на территории лесничества действует 24 лесных пожара. Все они вне зоны контроля. Эти пожары находятся на очень удаленном расстоянии от ближайших населенных пунктов. Угрозы объектам экономики и населенным пунктам не предоставляют. За ними сейчас ведется космомониторинг при помощи системы ИСДМ Рослесхоз. Хочу напомнить обязательно всем жителям Нерюнгринского района о соблюдении правил пожарной безопасности. Выезд в лес без производственной необходимости запрещен. У нас постоянно проводится патрулирование. Выявляем нарушителей. Жечь костры также категорически запрещено. Любой костер, открытый, неоткрытые мангалы, все под запретом. Идем далее. Более 4000 человек признаны пострадавшими от паводка в Якутии. Им полагается 2 вида помощи – единовременная матпомощь и финансовая в связи с утратой имущества. Кроме этого, республика организовала отдых и оздоровление 430 детей, 150 из них отдохнули за пределами региона. Выплату получили свыше 6000 заявителей. Принято решение до конца недели провести выплаты в полном объеме. Напомним, общий ущерб от паводка в этом году превысил 2 миллиарда рублей. Вообще в целом поступило 9525 заявлений.
И на сегодняшний день все заявления были обработаны 100%. Да? На текущую дату у нас по выплатам по пострадавшим гражданам выплачено по 6390 заявлений. То есть это у нас сумма 284 миллиона 110 тысяч рублей. На сегодняшнюю дату мы продолжаем также производить выплаты по одобренным, уже обработанным заявлениям. Также в Якутске завершилась акция «Сдай ружье на СВО». В течение 3 недель специалисты разрешительного отдела Росгвардии принимали у населения охотничьи ружья для отправки в зону проведения специальной военной операции. Итоги акции вместе с организаторами подводил Александр Хавренко. Одной из главных проблем в зоне проведения специальной военной операции является использование противником беспилотных летательных аппаратов. Сбить дрон из автомата очень сложно. Остаются 2 способа – средства радиоэлектронной борьбы и дробовые ружья. Чтобы помочь нашим парням на передовой, в Якутске объявили сбор охотничьих ружей для отправки их на фронт. И буквально с первых дней в Росгвардию якутяне начали свозить свое оружие. Было пожертвовано 102 единицы огнестрельного охотничьего гладкоствольного оружия, надеюсь, которое, как говорится, принесет нам очередную победу. Вот. Оружие было сдано всеми представителями всех слоев, как говорится, и силовики, и даже судейский корпус тоже приходили, сдавали. С нашей стороны было сопровождение юридически факта отчуждения данной единицы оружия. Со стороны города Якутска порядка 73 человек, районники порядка 14 и 2 юридических лица. Олег Колесов принес на сдачу сразу 5 стволов и надеется, что его вклад поможет ребятам на передовой, среди которых у Олега немало друзей и знакомых. У меня находятся близкие друзья в зоне проведения спецоперации. И я не мог остаться в стороне таким акциям, зная, как охотничьи ружья им нужны. Я принял решение, что мы сдадим все ружья свои, которые есть у нас в Росгвардию. Каждое ружье переданное – это практически 30 спасенных жизней наших бойцов. Желающих сдать свое оружие в помощь бойцам СВО было очень много. Звонки организаторам акции поступали со всех районов республики. Акция является в стране первая, мы первопроходцы, это касаемо правовых вопросов и определенных характеристик, да, и поэтому наша акция нашла распространение тоже в других регионах. ЦИК Компартия это тоже получила акция нашу положительную и довольно-таки хорошую поддержку. Поэтому в других регионах уже тоже проводят данные такие подобные мероприятия по сбору дробового оружия для нужд СВО. Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому можно будет передавать на нужды СВО дробовое оружие, изъятое у населения. Но в случае необходимости организаторы готовы вновь повторить акцию и уверены, что желающих помочь бойцам на СВО в следующий раз будет не меньше. Александр Хавренко, Иван Сороколмов, Якутск. А в честь скорого открытия аллеи славы героев России во Владивостоке прошла встреча постпредства Якутии с военнослужащими воинской части. Пообщались со 155-й бригадой морской пехоты. Одним из героев России, награжденным посмертно, стал Дмитрий Николаевич Егоров, которому в скором времени установят бюст. Гостями мероприятия стали глава Сунтарского ВЛУСа, герой России Филипп Евсеев и родной брат Дмитрия Егорова Алексей. Также на мероприятии раздали гуманитарную помощь, а жители Верхневилюйского района передали военнослужащим дары родной природы. Здесь будут установлены бюсты героев Российской Федерации, к сожалению, которые удостоились этого высшей награды посмертно. Это гвардии капитан Иванов Андрей Андреевич и гвардии матрос Егоров Дмитрий Николаевич. Они здесь также будут, их бюсты будут установлены, и на всех мероприятиях будет чтиться память и также возлагаться цветы и всегда отдаваться честь. В том числе будет патриотическое воспитание для наших военнослужащих, которые непосредственно сейчас проходят у нас службу. Гранты главы Якутии нашли своих обладателей. Более 70 некоммерческих организаций получили денежные сертификаты на развитие своих проектов. Какие направления оказались самыми востребованными у НКО, выясняла Вероника Таюрская. Более 70 некоммерческих организаций получили денежные сертификаты на развитие своих проектов. Всего в республике их насчитывается около 2000. За 5 лет реализовано 300 грантов на общую сумму более 375 миллионов рублей. Ежегодно количество заявок растет, а перечень направлений расширяется. Больше всего заявок подано по развитию культуры и духовности, но это у нас всегда традиционно, а также на поддержку патриотического воспитания граждан.
Также актуальны инициативы по развитию спорта, охране здоровья, молодежной политики. На конкурсе заявлены проекты на самые разные темы. Например, проект технологий дополненной и виртуальной реальности, а также проект про сохранение здоровья. Цель наша состоит в том, чтобы обучить наших педагогов, наших воспитанников данной технологии, чтобы они самостоятельно смогли создавать свои образовательные проекты. В этой школе мы хотим рассказывать, просвещать и учить основам сохранения здоровья будущих мам, родителей и самих деток. Мы планируем проводить мероприятия в школах, в детских садах, по всем организациям. Кто нас пригласит, будем очень рады. Всего за время проведения конкурса грантов главы республики на развитие гражданского общества, начиная с 2020 года, было подано 1991 проект на общую сумму в 477 миллионов рублей. Многие из сегодняшних победителей участвуют в конкурсе не впервые. За счет грантов мы наняли специалистов по адаптивному спорту и закупили оборудование, эллипсоиды, скандинавские палки и в течение года реализовали наш проект. В этом году у нас идет продолжение нашего проекта, и мы будем арендовать помещение и также заниматься круглый год в постоянной основе с нашими детьми. Мы, значит, через наш фонд уже 4-й раз выигрываем президентские гранты. В этом году мы выиграли президентский грант культурных инициатив на сумму около 5 миллионов для проведения международного фестиваля косторезного искусства народов России «Сказ на бивне мамонта». Конкурс на гранты главы Республики Саха-Якутия проводится ежегодно, несколько раз в год. Для участия необходимо подать перечень необходимых документов через сайт и в случае победы по итогам выполнения работ предоставить отчет о выполнении требований. Ближайший грантовый конкурс 2025 года Президентского фонда культурных инициатив будет объявлен с 25 июля этого года. Вероника Таирская, Иван Сорокаумов, Якутск. Также Айсен Николаев встретился с обладателями золотых наград первенства Европы Львом Павловым и Андреем Медловцом. Как отметил глава Якутии, впервые в истории якутской борьбы сразу 2 спортсмена завоевали золотые медали юниорского первенства. Он высоко оценил исторический триумф якутян, а также отметил, что правительство республики продолжит в дальнейшем поддерживать якутскую школу борьбы. Кроме этого, Айсен Николаев и Федерация спортивной борьбы республики вручили спортсменам денежные сертификаты. Да, соревнования чуть напряженно шел. Там зарубежный мой 2-й турнир. Это в прошлом году на мире боролся, и я там проиграл. И в этот раз мне получилось выиграть. Но это приятный трофей. Это мой 1-й трофей, который я выиграл. Но еще надо бороться за рубежом, чтобы там опыта набраться. Словами не передать. Мы шли к этому очень давно. У нас очень было много трудностей. Рядом были люди, которые нам помогали в трудную минуту, поэтому этот результат пришел. Ну а главным спортивным событием года в республике стали 8-е игры «Дети Азии», собравшие 30 команд из 24 стран. Организационный комитет игр привлек 1900 волонтеров. Наша съемочная группа встретилась с жителями Нерюнгри, которые прошли отбор и отправились волонтерами на игры. Подробности в сюжете. Строгий отбор прошли 7 человек из Нерюнгри, Чульмана и Иенгры. Среди них как начинающие свою деятельность, так и опытные волонтеры. Руководитель нерюнгринской делегации Яна Бекинева за свою работу награждена знаком отличия. Им награждаются волонтеры, которые осуществляют деятельность в течение нескольких лет на играх «Дети Азии». Я работала в новом направлении для игр. Это волонтерский информационный центр. Это те люди, которые знали все и доносили эту информацию для всех, потому что такая база получилась, которая обладала всем. И помогала, и подсказывала спортсменам и волонтерам, что делать, о переносах тренировок, о переносах спортивных состязаний в местах и времени. Волонтеры во время организации и проведения игр работали по 19 функциональным направлениям, и каждый смог найти занятия по своим интересам. Я являлась тим-лидером. Атташе. Атташе – это волонтеры, функциональное направление волонтеров, которые на протяжении всех игр сопровождают команды от и до. То есть они их встречают в аэропорту и сопровождают прямо
24/7, то есть они с ними, водят их по городу, гуляют с ними, водят на соревнования. То есть их основная функция в том, чтобы команда, по сути дела, не заблудилась, никуда не опоздала, везде приняла участие активное, и чтобы команда осталась довольна. Работа всех нерюнгринских волонтеров была высоко оценена как организаторами, так и участниками игр. Я ехала на эти игры с замиранием сердца, потому что вообще ехала, конечно, за впечатлениями, за эмоциями. Это было самое главное. И я их получила. Я участвовала, у меня было функциональное направление, это было спортивное направление. Я участвовала, проводила все это время в спортивном комплексе «Дахсун». Там проходили соревнования по художественной гимнастике, бокс и скалолазание. И посмотреть все это было изнутри, это было очень интересно. Новые знакомства, большой полученный опыт и положительные эмоции дали новый толчок в дальнейшем развитии навыков волонтерской деятельности, и нерюнгринцы с нетерпением ждут возможности принять участие в следующих масштабных мероприятиях. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Идем далее. Собрать и разобрать вертолет. Летнюю практику в авиакомпании «Алроса» прошли 12 студентов из Якутска и Иркутска. В этом году стажировались 2 студента и 10 курсантов. Подробности у наших коллег. Студенты Якутского авиационного технического колледжа научились снимать и устанавливать лопасти вертолета и главный редуктор. Второкурсники проходят производственную практику в Мирнинском аэропорту, работают на вертолетной и самолетной площадках. Я давно считал, что «Алроса» — это как бы элитная авиакомпания, и поэтому я и выбрал «Алрос». Практика, да, в принципе, мне нравится. Коллектив хороший, позитивный. Если ничего не знаю, что-то не знаю, помогают, советуют, что делать. К обслуживанию самолетов допускаются, как правило, авиатехники. Однако этой корочки у студентов пока нет. Поэтому сотрудники авиакомпании «Алроса» ввели должность авиамеханик. Практиканты помогают наставникам, авиатехникам и инженерам делать простые операции, снимать и устанавливать приборы, разбирать и смазывать соединения, закреплять детали. У нас такого не будет. У нас нет задачи принять у них экзамен. Главное, от них мы попросим рассказать нам, понравилось ли у нас, что у нас хорошо, и главное, что у нас плохо, по их мнению. Это нам поможет стать лучше. А экзамен или зачет у них будет уже в училище. В этом году в авиакомпании «Алроса» стажировались 2 студента и 10 курсантов, будущие авиатехники и инженеры из Иркутска и Якутска. Практиканты не только получили знания и опыт, но и зарплату. В Якутии продолжается неделя сохранения иммунной системы. В целях профилактики организованы различные информационные мероприятия. Что влияет на снижение иммунитета и какие рекомендации дают специалисты, расскажет Даяна Федорова. Неправильный образ жизни, стресс, окружающая среда, неправильное питание и различные заболевания, такие как ВИЧ и СПИД, влияют на снижение иммунитета. Чаще всего острые вирусные, простудные или герпетические инфекции служат признаками снижения иммунной системы. Предположим, у человека вдруг ни с того ни с сего часто начал выскакивать герпес на губах или в области носогубного треугольника, либо он начал часто болеть ангинами, чаще, чем 2 раза в год, либо к нему стали прицепляться частые вирусные инфекции, острые респираторные инфекции. Он должен насторожиться и задуматься. Специалисты рекомендуют с юного возраста следить за состоянием здоровья и иммунитета. В первую очередь вести здоровый образ жизни, исключить алкоголь и курение, а также регулярно проходить обследование на определение состояния иммунной системы. В том числе необходимо сдавать анализы на ВИЧ и СПИД. ВИЧ-инфекция поражает иммунные клетки, именно очень важные CD4 клетки, лимфоциты, и поэтому у человека ослабевает иммунитет. Естественно, человек становится подвержен к многим другим заболеваниям. В данное время у нас есть лечение ВИЧ-инфекции. Мы эту инфекцию пока не излечиваем, но поддерживаем. То есть убираем вирусную нагрузку. И когда, значит, вирусная нагрузка снижается, у человека начинает подниматься иммунитет. Мы принимаем анализы на ВИЧ бесплатно гражданам России с 8 до 3 часов. И биохимия, общий анализ крови, гормоны, ИФА, гепатит и на всякие инфекции на платной основе.
Помимо этого, необходимо своевременно получать необходимые прививки против бактериальных и вирусных инфекций. Своевременная вакцинация поднимает состояние иммунной системы, за счет чего человек или не заболеет вообще, или перенесет болезнь в легкой форме. Здоровый иммунитет позволяет человеку избежать большинства заболеваний, прожить здоровую и полноценную жизнь. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Детская оздоровительная база «Алмаз» в Ленском районе приняла вторую смену. 3 недели ребята будут отдыхать в загородном лагере. Для детей подготовлена насыщенная программа, организовано 5-разовое питание, работают аттракционы, кружки и многое другое. «Алмаз» – один из лучших лагерей республики, а благодаря чему – узнаем в сюжете. Сегодня на территории лагеря не очень многолюдно. Виной тому дым от лесных пожаров, которым затянуло весь район. Руководство лагеря принимает все необходимые меры, предусмотренные санэпидемстанцией. Пока основное время ребята находятся в корпусах. Это же, конечно, дополнительный витамин С, обильное теплое питье. Вот. Мы все физические активности на улице стараемся сейчас перевести в корпуса. У нас большой клуб с кабинетами, где, конечно, дети могут заниматься в закрытом пространстве. Также мы всеми тканями влажными увлажняем внутри отрядов наших, где дети живут. Температура на минимальных градусах. Ну и, соответственно, у нас обильное питье – это все как бы витаминизация третьих блюд и во фруктах усиленная. Но отдыхающие не расстраиваются. Каждый находит себе занятие по душе. Девчонки танцуют, поют, занимаются шитьем и прикладным творчеством. Мальчишки играют в якутские настольные игры. Он записался на якутские игры, первый раз записался, мне нравится. Что-то весело. Сложно? Ну, какие-то сложно, какие-то нет. Евгений Букин ждет своей очереди в солевую комнату. Парню нравится. Признается, что ее посещение успокаивает. Молодой человек ежегодно приезжает в лагерь. Уже не представляет ли это без отдыха на оздоровительной базе. Я сюда приехал уже 4-й раз. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хорошие вожатые. Больше всего мне в лагере нравится, это, конечно же, бассейн и кислородные коктейли. Они здесь очень вкусные. Каждый год приезжает в лагерь и Ольга Хохлова. Здесь девочка отдыхает от городской суеты, находит себе новые увлечения и друзей. Я езжу сюда каждый год, и практически каждый раз он прекрасный. Здесь мне нравятся вожатые, общение с ребятами, ну и просто отдыхаю дома. В этом году мне исполнилось 15 лет, и мне очень жалко, что больше я не смогу побывать здесь в лагере. Как и все предыдущие 20 лет в лагере работает педагогический отряд из города Новосибирск «Стрекоза». Все 3 недели вожатые будут организовывать для ребят мероприятия в этой смене по теме здоровья. Напомним, на территории лагеря имеется большое количество аттракционов. Скалодром. В этом году его установили и для ребят из младших отрядов. Также веревочный парк, батуты и, конечно, велосипеды, самокаты и другой спортивный инвентарь. В этом году планируем также установку дополнительно еще полосы препятствий для детей. Это будет у нас всех возрастов, вот, что немаловажно для нашего патриотического воспитания. Счастливые глаза отдыхающих – это главное подтверждение того, что им здесь нравится и чувствуют они себя тут комфортно. Кто хоть однажды побывал на оздоровительной базе «Алмаз», хочет вернуться сюда снова. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.